Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим все самые интересные события из минувшей недели в жизни якутского футбола. 30 сентября в спорткомплексе Дохсун футбольный клуб «Якутия» в рамках 15-го тура первенства страны принимал новокузнецкий «Металлург». Счет встречи на 5-й минуте открыли хозяева поля. После подачи с углового Евгений Смирнов головой перенаправляет мяч в сетку ворот гостей. После пропущенного мяча «Металлург» активизировался, но спустя некоторое время чуть не пропускает второй гол. Удар Константина Мальцева Юрий Дюпин с трудом переводит на угловой, после подачи с которого Александр Балановский попадает в штангу. Далее гости продолжили натиск наших ворот, но несмотря на все старания, счет оставался прежним. Начало второго тайма «Металлург» также провел в атаках. Возле ворот Якутии периодически возникали опасные моменты, но наши защитники и, конечно же, голкипер играли надежно. К сожалению, этой надежности не хватило на 81-й минуте игры, когда Андрей Волгин сравнял счет после подачи со стандарта. В оставшееся время команды не забивали. Как итог, ничья 1-1. Памятуя о той встрече, которая была в Новокузнецке, она была достаточно результативной, достаточно, так скажем, нервной для нашей команды получилась. Хотя мы и выиграли, но неприятностей много доставила команда Якутск нам. Поэтому мы постарались сегодня, задача была основная, сыграть строго в оборонительных действиях и доминировать в атакующих. Многое получилось, не получилось только одно – создать больше острых моментов у ворот соперника и реализовать их. Ну, считаю, что сегодня ребята все-таки на протяжении практически всего матча проявляли характер, старались во всех эпизодах не проиграть, был настрой на победу. Ну вот еще раз говорю, немножко не хватило. Новокузнецк опытная команда, где-то им тоже нужно очки набирать. Ну, ничья тоже, ну, неплохой результат, с одной стороны. Просто можно было лучше. В следующем туре подопечные Сергея Шишкина принимали «Динамо» из Барнаула. Данную встречу якутяне начали крайне уверенно, активно угрожая воротам гостей и владея территориальным преимуществом. В данном эпизоде после слаломного прохода Павел Галюкшев делает передачу на Александра Локтионова, который пробивает точно и сильно, но вратарь гостей отводит угрозу. Чуть позже Евгений Малафеев снова выручает гостей, зафиксировав мяч после удара головой нашего игрока. В этом моменте Александру Круподеру не хватает совсем малого, чтобы открыть счет в матче. Мяч пролетает мимо штанги. Далее везет уже нам. После выноса Малафеева, скидки и паса пяткой мяч доходит до Александра Худякова, который попадает в штангу, после чего гости зарабатывают штрафной. С ударом Кирилл Музыка справился без проблем. После этого тревожного звонка Якутия ринулась атаковать, с напором создавая опасные моменты у ворот «Динамо», но забить удалось гостям. Ошибкой защитников воспользовался Андрей Полянский. Уступая с минимальным отрывом, наша команда продолжила предпринимать попытки отыграться, но забить никак не удавалось. Зато это отлично получалось у Евгения Щербакова, который дважды огорчил переполненные трибуны Дохсуна. Два результативных удара Евгения приносит победу «Динамо» над Якутией с преимуществом в 3 мяча. Но мы как бы смотрели, знали команду Якутии, которая любит играть комбинационный
футбол долго контролирует мяч, поэтому мы несколько умышленно немножко отдали территорию, рассчитывали на быстрые ответные атаки. И вот при такой игре очень важно реализовывать те моменты, которые возникают, если вот эти атаки получаются. В первом тайме только один гол удалось, хотя была там еще лучшая атака дважды. Во втором тайме, вот, тем более соперник шел вперед, было больше возможностей, вот реализовали, и так наш план сработал. Сегодня мы нарвались на вот эти именно контратаки быстрые. Первый гол, вспомните, первый эпизод. Ошиблись, сразу быстро убежали, человек попал в штангу. Буквально через какой-то минут 10 также оборонялся. Барнаул оборонялся, нашли момент, убежали, забили. И сразу начало второго тайма забивают на первой минуте или на второй, какой я уж не помню. И все, играли от обороны спокойно гости. Никакой паники, ничего. Пускай, как мы говорили раньше всегда, вы нам пасик, а мы вам голик. Вот и все. Футболу, как и любви, все возрасты покорны. В этом можно было убедиться, посетив матчи турнира по футболу среди ветеранов на призы городского молочного завода. Стоит отметить, что данный турнир проводился впервые. На торжественной церемонии открытия генеральный директор компании Юрий Бабенко отметил, что благодаря этому прекрасному виду спорта на поле собрались люди, в сердцах которых живет футбол, и попросил их проявить в этот день все свое мастерство, что и сделали ветераны якутского футбола. Если уходить в историю ветеранского турнира, то, конечно, можно вспомнить первый турнир, который прошел 4 года назад, в котором принимало достаточно тоже много команд, но он прошел как-то незамеченно и не в такой, будем говорить, организационной обстановке. Я считаю, что нужно начинать историю ветеранского футбола нашей республики, будем говорить, российскую, а не советскую, именно с этого турнира. Почему? Потому что условия, в которых мы сегодня проводим турнир, они, конечно, заслуживают уважения, и действительно они достойны тех ветеранов футбола, которые сегодня здесь присутствуют. Прекрасный спортивный комплекс «Доксун», футбольный крытый стадион, которого подобие найти, я считаю, в нашем регионе Сибири и Дальнего Востока невозможно. Это огромное спасибо Госкомспорту, Михаилу Дмитриевичу Гуляеву. Я лично от себя хочу передать ему спасибо большое за предоставленные условия. На протяжении всех матчей на поле шли настоящие битвы за Кубок Победителя. Ветераны подошли к турниру с хорошим настроем и подготовкой, о чем говорила напряженность каждой игры. По итогам всех сыгранных матчей сильнейшей оказалась команда «Волга». Второе место занял «Полярник». А на третьем месте турнир завершила команда «Молочный дождик». С 3 по 5 октября в Доксуне проходил республиканский турнир по футболу «Кубок Виктории» среди детей 2002 по 2005 годы рождения. Принять участие на данном первенстве приехало 6 команд юных спортсменов. По словам организаторов, это соревнование проводится с 2004 года и за эти годы прогрессировало не только в плане организации, но и в плане уровня мастерства участников. И ведь действительно, юные участники этого года удивили зрителей, применяя тактические действия, связанные с положением вне игры. Ведь впервые в истории розыгрыша данного турнира было решено ввести правила офсайда. На протяжении 3 дней 6 команд по круговой системе выявляли лучшего. И по итогам турнира им оказалась команда «Пульс» из Мархи. Второе место заняла команда «Виктория», а на третьем месте оказалась команда «Якутск». В дальнейшем у нас планируется, что Кубок Виктории будет расширять свою географию. Мы будем приглашать максимальное количество команд уже с улусов. Хотя бы сначала с ближайших, потом в дальнейшем уже больше, чтобы турнир был более представительный, потому что дети получают здесь огромный спортивный опыт игровой.
как футболисты, но и положительные эмоции. С 20 по 25 сентября в спортивном комплексе Дохсун проводилось республиканское первенство по футболу среди юношей 1999 года рождения. Участие на данном турнире принимало 6 команд из разных районов. Приехали участвовать 6 команд. Город Мирный, РСДФШ Нюрингри, РСДФШ Майя, Дюша-2, город Якутск, и Дюша-5, тоже город Якутск. Главной целью проведения данного первенства являлся отбор лучших игроков в сборную, которая представит республику на 7-й летней спартакиаде школьников России. Игры первенства шли по круговой системе по 3 матча в день. По итогам всех сыгранных игр первое место заняла команда молодежной сборной города Якутска, второе место заняла команда республиканской футбольной школы города Нерюнгри, ну а третье место взяла команда детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Якутска. 8 октября в среднеобразовательную школу номер 5 пожаловали почетные гости – игроки флагмана якутского мини-футбола команды «Заря». Целью дружественной встречи являлся мастер-класс. Под чутким руководством игроков и главного тренера команды Олега Марченко дети отрабатывали различные упражнения. Также участвовали в конкурсах на умение жонглировать мячом, обводить соперника и пробитие пенальти. Тех, кто проявил себя лучше всех, наградили ценными призами. Все это время в зале царила теплая и дружественная атмосфера, которая натолкнула футболистов на воспоминания о школьных годах. Все замечательно. Как-то по школьному году соскучились, зашли, поиграли с ребятами. Было хорошо, мальчики все тренируются, видно то, что бегают футболом увлекаются. Побольше бы таких мероприятий, мне кажется. Все равно в первую очередь это пропаганда идет мини-футбола, и мы всегда, я лично за себя скажу, что я всегда был за такие мероприятия, тем более для детей. Я вижу, что большинство ребят сегодня, они прям, у них им мало было этих 20-30 минут. Я думаю, если бы было времени час-два, они бы с нами тут прыгали, скакали, дальше бы немножко для себя что-то выбирали. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока! Впервые в городе Якутске 1 ноября состоится открытый республиканский турнир по боевому самбо в памяти героя России Александра Рыжикова и сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга. Место проведения – Дворец спорта, 50 лет Победы. Начало в 10:00. Чемпионы и призеры награждаются денежными призами. Первое место – 70 тысяч рублей, второе место – 40 тысяч рублей, третье место – 10 тысяч рублей. Справки по телефону 704 135. Вход свободный. Генеральный спонсор – компания «Золотое Аймиконье».